Сома Тараса Арсения Алексеевича таратты. Бұл берене бірден бір чыға журнале Иван Адылар редакторы Тарғашын Елесіна. Мен был лидер Бурли. Вот сейчас перед республикой Санаша Синзем. Борис Манжиев Калашников, Немесень, видел Кюзек, писателя Томасман Калана фраза Азагизагари. Театр – это место, где толпа превращается в народ. Театральная сцена, театральный зал – это ограниченное пространство. Есть 4 стены. И вот относительно литературы, можно сказать, у литературы нет никаких 4 стен, 8 стен, потолка. Она всеобъемная и может дойти до каждого человека, до каждой души. И потому я немножко перефразирую Томаса Манна. Если театр превращает толпу в народ, а литература народ превращает в нацию. Мне кажется, вы, писатели, должны это всегда помнить. Мы народ превращаем. Если есть литература, если есть писатели, это значит нация. Потому что литература как бы является фундаментальной базой всех культур и искусства, имею в виду изобразительное искусство. Когда мы смотрим картину, мы читаем, сочиняем какой-то рассказ. Фатисты читают. Слушая музыку, тоже какой-то сюжет у нас появляется, у кого как. И потому мне очень больно, и я жду, когда у нас в республике, скажем, да, появятся вот именно такие правители, вот какие были, как бы мы плохо не говорили, или какие там факты приводили, Ельмень был, это первый наш правитель, он ходил в театр, потом писал в газете рецензии. Был Сергей Петров, первый обкомский секретарь, играл на скрипке. У него, я не знаю, во сколько заканчивался рабочий день, он шел на берег Волги, где стоял кабак, он играл там на скрипке. Был Исуков, тоже скрипач. Прекрасно знал писателей, прекрасно знал литературу. И, как говорят, Гусарь к нему заходил не рукой открывал дверь, а именно ногой. Я хорошо знаком был с Ярославом Прокопьевым, поскольку я на телевидении работал, мотался по районам, а он пенсионер, бывший первый секретарь обкома. Естественно, ему интересна была жизнь республики, как там, что там. Я готовил передачи о бывших председателях, и он звонил после каждой передачи и приглашал меня домой. Я стеснялся к нему зайти в дом, и вот мы долго стояли, ходили вокруг филармонии, и он мне все рассказывал. Я у него спрашивал, Илья Павлович, вам много писателей давало книги с автографами. Пример, я когда на радио работал, молодой был, один, значит, автографы, вы когда-нибудь хоть, открывали водички? Мужчина мне говорит, почему ты, говорит, спрашиваешь меня так? Я, говорит, все, не скажу, что читал, но просматривал, интересовался. Я у него спросил, я говорю, вот были у нас случаи, когда притесняли писателей, вот и у Мой, и у Яры, есть, были такие. Я говорю, он откровенно, мы с ним разговаривали, и человек
очень такой ответственный, скажем, да, я переживал, когда их приходилось обидеть, потому что политика такая была. А Михаил Николаевич перекалась пуза. Yakın algıyı tutmayıyorlar. Mesela Şavalazyan, Чувашин, Телензега мала литературе пуслаган земле валалын сагурду. Уналызен, Шавчинзен, Хузангай, Тисенга, Шав Алошине упраса бурны. Михаил Николаевич хай дулашки маликан зинтен пыли. Şamba birinin bağında Hücunas'ı, Mundra Mikaray, İçsabı bile Kundiyaki kalanıyor, у нас Şerhut kalanına kadar. Hamın acıyalı da söylüyor. Mesela hamın halı hayvuraları, mesela mançul uralar kalıbı, birinin kunaş kalıbı bunu yüzü. Kıstani şap patriotizm, onun gerekizini bakşayılı. Adetinde olan sen, eğiticiliğimizden, kıvaç sömürgeyin, muskalı şübülü. Bu kadar ona история. Onda bir Чувашин, будучи патовыки, азабы, нужи тем левы. Şamba Mihаил Николаевич yapı sığılık sunanı, burundur, anjirdir. Но birinde прилегулdur. Gibi olan kremziyonlar, Kupala birlikte hücumda bulunur. Barışında şahısında olası harcı gibi. Но и в начале Хабак Савенки, Хамар район, Пулышин, Allah, и Певатович, Şamba uyumak muhtadır. Великих чувашских писателей снял кинорежиссер Марат Никитин. Этот фильм называется «История деда Азамбая». Кинорежиссер Марат Никитин на сцене. Остались самые стойкие, да, у нас половина сбежала. Михаил Николаевич и всех писателей Чувашской Республики поздравляем со 100-летием. Это такой возраст, да? Что это только начало, правильно? Вот, и хотелось мне как режиссеру сказать, что да, выступал здесь театральный режиссер, говорил про литературу, да? Также и мы, киношные режиссеры, да, тоже зависим от литературной основы, да? То есть вот раньше, там, почти 100 лет назад появилось чувашское кино, Чувашкино, да, Симпошкинский и так далее, снимает истории наши чувашские. И хотелось бы, на самом деле, продолжить эту традицию, так сказать. И вот Михаилу Николаевичу, конечно, уже устал, наверное, Михаил Николаевич, хотел сказать спасибо за его историю, «Не жадный снов, не засеянный полем». Вот. И посмотреть, Саша, звукорежиссер, давайте посмотрим трейлер, да, фильм. Хорошо? Зачем же ты оставила меня сиротой? Одного на земле горе выкать. Трудно не без тебя, альпинист. Ведь дожил я такого дня, что позвали меня сватать Сильвии, невесту нашего Елемира. Да ты же помнишь ее, как она любила нашего Елемира, и как он ее любил. Теперь она собирается замуж. За этого Сергея. Хотелось бы такую пригласить вас в кино, когда оно будет. Надеюсь, это будет в январе в кинотеатрах. Приходите.
поддержите местных кинематографистов, потому что, к сожалению, Министерство культуры и Министерство цифровой информации, Голове, кому только не писали. 7 лет мы шли к этому фильму, да. Я, Михаил Николаевич, не теряли надежды, что получится. И вот в этом году, благодаря, наверное, молитвам нашим, да, вот получился такой человек, появился в нашей жизни, который поддержал кино наше. Благодаря ему большое прям спасибо. Вот, и Михаил Николаевич, спасибо за грамоту. Я хотел тоже подарить вот такой вот постер фильма. Да, повесьте сюда, пожалуйста. И приглашаем всех в кино, Михаил Николаевич. Так что мы успели там раньше Мосфильм снять фильм, да? Да. Первая экранизация, Михаил Николаевич. Спасибо большое. Лира Петровна Смирнова, Московское Чувашское культурное общество. В зале? Нет. Значит, наш дорогой, добрый друг и коллега из Йошкар-Олы Тарасов Александр Петрович показывает мне кулак. И я понимаю, что если мы не дадим ему слово, то мне не поздоровится. Тарасов Александр Петрович. Это Москва. Лира Петровна Смирнова. Я заметила. Дело в том, что сегодня Чувашка Квазизи, Курдедев Булдыр, Паян Шамрсен Газетин Дештеди Бюбер, Курдев лидер, Лира Петровна Бегин Загиттер Ютухре, Волундар Бегеттеплен, Мускаври, Чувашка общество Синдей, культура общества Синдей, Сирзагадардак, Шамнамай, Волбана Паян Шаканда, Ватсапа, Язабайте, Тавжирове, Пирин Союза, Саламлаза, Мухтаза, Шамбигех, мама телефон багалашны бишен, Шамбик Каламайтри, Михаил Николаевич Пирмбада Гизеплезе Парламарки Зегайдовского, onun Uruzmagizim Halde Cunra, и bir ona Hizeplet bir Yuradat bir, Umba Pirinbeyinde, Pirin Soyuspa, Malashne Tuzlu işleşin. Şambada Halep Tavcirivne, kunda jirdiне было задумастов, между дизесин, онда пятихитте замахсе, она кайдан кинегере, пятихитте благодарящая. В двух словах, Лилия Петровна Смирнова сегодня специально позвонила мне, сегодня вышло интервью в газете «Шамбаксин Газете», я сотрудничаю много лет с этой газетой. Она очень подробно рассказала о жизни Московского общества культуры и персонально передала огромный привет Михаилу Николаевичу в том плане, что он много раз по приглашению Московского общества чувашской культуры приезжал, выступал перед москвичами, и всегда его добрые напутствия остались в душе, и они еще раз ждут вас, Михаил Николаевич, на встрече. Вот. Все, что я хотела сказать. Спасибо за внимание. Александр Тарасов, город Йошкар-Ола. Добрый день. 100 лет Союза писателей Чувашской Республики. Михаил Николаевич – живая легенда. А то, что он создал, хватило бы на 10 жизней, значит, другому человеку. А он все это сделал один. И это культурное наследие России. Я хочу прочитать вам несколько строк. Огромный камень со скалы упал, летел, стремительно теряя высоту. В тот жуткий миг он не предполагал, что скульптор в нем увидит красоту. Угрюмые, бездушные валы влекли неспешно тяжкую арбу. Камней лежало много у скалы,  1 обрел особую судьбу.
Атлантом стройным столовился он. Падение — это не всегда конец. Уверен будь, что ты, Пигмалион, и чудо совершит резец. Резец — это ваше перо и ваш талант, посредством которых вы создаете свои бессмертные произведения. И неважно, на каком сущем в Руси великой языке вы это пишете. Творческих вам успехов и, самое главное, здоровья, чтобы у вас были силы создавать ваши книги. Спасибо. Спасибо большое. Халевара Еберсена жіне, Петр ба Антонина Красновсыне жінеттер. Толыланалы жіпсақ сейдені. Дорогой Петр Серебрудение, уявля тебе, Михаил Николаевич, уявля тебе Шарубегин, Шагардай, Куня Ханазян. Но мне инженер оператор Малая Заварат Музасан, Юру Буштар Паратуанчин Чехнана. Дорогие гости, поздравляю вас с праздником, добра, здоровья, мира на земле. Я очень рада вас всех видеть, радуюсь, что вы вместе празднуете с нашим глубоко уважаемым Юрием Михаилом Николаевичем. Извините. Иди
Федор Ильич, где? Ушел уже, устал. Здесь. Вот,